Вот так обычная медная проволока в умелых руках может превратиться в такую красивую диадему, достойную любую мисс мира. А такую красоту делает Надежда Степановна, педагог дополнительного образования первой школы города Якутск. Надежда Степановна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну давайте, да, покажем, как сделать вот такую красоту, действительно, да, как это вообще происходит. Берем обычную медную проволоку. Для техники безопасности одеваем перчатки, чтобы не повредить свои руки, потому что концы, они острые. Ага. Так. Тут, конечно, просто примерно на глаз. Она достаточно гибкая, да? Да, но она такая гибкая. фиксируется хорошо, тем не менее. Ага. Более-менее выравниваем. Но для того, чтобы удобство, все равно перчатки надо будет снять, чтобы почувствовать эту проволоку. И потихоньку выпрямляем все линии. Вместе, да? Ага. Но так как это все равно носится на голову, все равно будет фиксировать себе. Ой, чуть-чуть подальше от меня. Находим примерно центр. Тут сантиметр там брать не надо, просто на глаз. Тут самое главное, чтобы этот красивый овал получился, изгибаем медленно, не спеша. И вот здесь тут же сразу можем убрать лишнее. Видите, то, что излишек, да? Сразу ее убираем, потому что это должно быть одинаковое. Это мы переднюю часть делаем, да, получается? Да, это у нас будет эта капелька. А вот она медная, она цвет на теле, на коже не оставляет, да? Нет. Не красит. Безопасно, гипоаллергенно, наверное, да? Тут смотрите, смотря что мы будем сюда прикладывать, есть такие стразы готовые, капельки, да? По его размеру, По да, его как бы? размеру. Сейчас она сильно большая, поэтому мы начинаем его уменьшать. Прикладываем, уменьшаем. Самое главное, как получить вот такие красивые завитушки, да, одинаковые. Есть такой инструмент, круглогубцы, да? Мы берем обязательно вот за краешек и начинаем медленно его скручивать. Когда скручиваете, проволока гибкая, поэтому она будет сама красиво ложиться. И вот здесь, видите, расстояние все одинаковое должно быть. Здесь она у меня широкая, а она пошла уже узенькая. Я ее начинаю скручивать еще меньше. Все зависит от того, какой узор вы хотите сделать. Если это будет большой объемный круг, то вы не стараетесь мелко делать. И вот таким образом получаем завитки. Берем конец. Тут надо взять именно за кончик. Взяли и крутим его. И там тоже будут стразы вставлены, да? Да. В эти круги. В эти круги они все-таки острые, так как это проволока. Поэтому мы еще сначала их зафиксируем фетром. Ну, где будет стоять страза, да, как раз таки? Не на саму будем крепить, а как бы материал. Это основа для любого уже колье, ну, это для любой короны, да? Прикладываем к голове. Как получить из этой плоской, это мы все равно будем прикладывать к голове. Можно наверх поднять, как за острие получать. Можно вниз спустить. Можно такой же длинный оставить и добавить сверху другой. Допустим, вот эти я уже сделала. Я их прикладывала к голове тоже вот так вот. Форма головы же повторяет. Такое же одинаковое изделие, и мы встречные его прикладываем вот так вот. Может быть один длинный, может быть один узкий и мелкий. Все зависит от того, какую вы хотите. Все время прикладываем к голове и смотрим, какая нам нужна будет. Сейчас показываю, как все это соединить. Для того, чтобы соединить, нам нужна будет такая проволока. А уже потоньше, да? Да, она тонкая, она вот... Которая фиксирует, да, все элементы? Тут для мелких бисеринок. Тоже вот отрезаем вот этими
Да. одним инструментом. Не ножницы, да? Мгм. Не испортятся. Ага. Так. Берем, держим в руках. Тут надо, главное, симметрию соблюдать, да? Надо, да, держать или нет? Ну, давайте, ага. Ага. Так, вот так, да? Мгм. Так, Вот этот, смотрим вот эту А. центральную часть. Ну-ка. Закрепляем. Излишки проволоки просто потом уберем. Мгм. Завязывать их ничего не надо, да, Нет. как веревку? Ага. Мгм. Ну, допустим, вот так оставим. А, хорошо. И смотрим. Так, это слишком длинная была. Давайте чуть покороче. Вот так. Мгм. Держите? Да. Ага. Такой красивый рисунок, да, уже выходит, Мгм. узор такой. Узор абсолютно свободный. Не надо никакого шаблона создавать. А, Просто скручиваете. Проволока тем хороша, то, что она гибкая, да, Мгм. и возьмет любую форму, какую вы захотите. мгм. Но самое главное, если вы делаете для кого-то, там Ага. объем головы, там все эти. Ну, можно Да. же кому угодно, да, ведь и Да. ребенку, и взрослому, Ага. да, такого. Главное, для ребенка чуть Мгм. поменьше, наверное, как бы. Например, вот взяли и соединили, да, вот. Ага. Мгм. Так, здесь тоже надо будет закрепить, и здесь надо Ага. будет. Все стыки мы соединяем вот такой Мгм. тонкой проволокой. Мгм. Хорошо. Вот я Это заранее который, да, заготовку сделала. Сейчас я покажу, как надо будет. Ну тут смотрите тоже сами, да, Мгм. смотря какую-то форму тоже хотите. Если хотите чуть ниже, чтобы падала, или хотите, чтобы она капелькой вниз именно Ой, какая спускалась. красота. Да, Ага. конечно, мы хотим всегда капелька, что вниз, она более Она как-то да, сужает, как будто бы Да, 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 лицо, да. как-то это Ага. красиво, как это. Так, теперь как фиксируем камушки. Давайте. Это все равно как бисеринка, поэтому имеет свои Мгм. такие дырочки. Ага, вот и наш Мгм. фетр. Это фетр, да, ведь? Да. Ага. Изготавливаем заранее вот такие фетры. Ага, под Ка- размер, да? сразу? Да. Ага. И сразу тоже надо будет заранее уже смотреть. По цветам, да? По Да, по форме, цветам, ага, по какой размеру хотите. обязательно, потому Мгм. что могут быть не только как каплевидные, но могут быть как острые, да, вот, Мгм. например, бывают такие стразы. Мгм. Ага. Тогда вот этот конец, кончик, Ага. вы можете взять, Заострить, да, заострить, немножко? да, А. заостряйте его, и тогда уже То сядет есть она в на это. процессе тоже можно менять Да. форму, все как бы, Да. да, под стразы. Ага, Ага. очень интересно. Так, сейчас мы будем прикладывать этот фетр, отрезаем Мгм. нужный размер, Мгм. сюда приклеим и также будем медной проволокой собирать его. Мгм. То есть шить ничего не надо, клеить? Нет. Мгм. Шить ничего не надо. Хорошо. Мгм. Пока она нагревается, давайте мы будем уже собирать сами. Сколько у нас тут завитушек, да? Вот Ага. 1, 2, 3, 4 и одна капелька большая. А тут не будем, да, капельку? Ну, можно, Можно, да? делать, можно не делать. Тут бывает разный материал, да, есть специальные какие-то большие заготовки, Мгм. узоры, можете ткань положить, можете хоть перья ложить, это на ваше усмотрение. Мгм, мгм. Сегодня я вам просто показываю более такой упрощенный вариант. Ага. Ну и стразы, конечно, они самые такие декоративные, красивые, и со Мгм. сцены, если человек выступает на сцене, да, это будет все как бы видно. это, ага. Ага. Сразу образы каких-то певиц, Да, как-то вот это ага, вот возникли. да. Киноактрис, ага. А, да, есть такие еще, да? Да, и бывают разные такие заготовки, уже Ага. можно их под них тоже делать. Вот на той большой короне, например, Мгм. да, в центре есть уже этот квадрат, Да, ромбик. да, да. Ага. Ага. Допустим, если бы у нас еще была такая, мы бы тоже туда в центр положили. Ага, Ага. точно. Все эти заготовки у нас здесь продаются везде. Так, ну и разного вида. Бисер, да? Бисер, Ага, стразы, бусинки. жемчуг, Ага. что угодно. А, то есть Ага. не только ограничиваемся стразами. Мгм. Так, набираем сколько? Полет фантазии. Вот. Да. Ага, очень хорошо. Так, раз, два, три. Так, два. Ага. На кружке мы в основном стараемся выбрать такую тему, которая была бы интересна детям. Мгм. Ну, девочкам, конечно, это в первую очередь это красота, быть Мгм. интересной, красивой. Я как еще учитель рисования, Ага. в основном мы рисуем, Ага, ну, эскизы делаете, наверное, эскизы да? заранее Ага. делаем. Ага.
В основном любим сказочных персонажей, вот откуда вот это все зарождается, да, там Ага. сказки Востока. Да. Ага. Вдохновляетесь, да? Да, вдохновляемся. Ну и дети сами тоже говорят, хотим создать это, то Мгм. тогда мы начинаем именно выбираем, исходя то, что им нравится. Мгм. Ага. Пробуем все на свете. Но мальчики, наверное, особо-то не ходят. Скорее всего, девочки, да? кружок Да, для девочек? конечно. Ага. Ага. Это в основном кружок для девочек. Мгм. Так, все наклею. Мгм. Потом уже тоже проволока. Да, потом уже проволокой все фиксировать будем, чтобы она, ну, клей все-таки это клей, он может быть. Ага. Так, вот дырочки. Вот это интересно, ага, как это делать. А, вот специальные дырочки на стразах. Мгм. И это все закручиваем, Да. фиксируем, да? Мгм. Клей мы, в принципе, могли бы и не делать, так как это все-таки все Мгм. заметно, но так как работаем с детьми, чтобы они быстрее все было зафиксировано Мгм. и была более-менее такая безопасная, мы, Мгм. конечно, фетром приклеиваем края. Вот проволока сильно мелкая. Ага. Ну, любые неровности, допустим, вот какие-то такие не очень Мгм. хорошие места остались, их можно потом бусинами со всеми этими делами Скрыть, да? скрыть. Ага. Ага. Она, конечно, также не будет носиться, все равно мы его красиво чем-нибудь закроем. Ага. Ну и в помощь нам, конечно, этот клей. Так, и вот также это все дела. Ага. Мгм. И так каждую приклеиваем стразинку к фетру. Ага. А сами заказы принимаете, да? Ну, раньше, да. Сейчас пока нет, да? Мгм. Ну, в основном люблю только то, что интересное, то, что мне самой нравится. Ага. Ну, те же короны, там в школах, в садах, там просят на мисс. Ага. Но эти короны тогда получается, ну как, На заказ, да? Они да, дают? ага, А. и как бы получается в единственном экземпляре, да, ты такие вещи в Ага. магазине не купишь. Ну и по стоимости они тоже нормально так выходят. Ага. Ну, конечно, ручная работа, да? Мгм. Вот это все. Тут уже мягко, не будет Не царапать. травмировать, не царапать. Да. Ага. Ага. Проволока тем хороша, если мы, видите, да, сильно Ага. накрутили, мы ее обратно раскручиваем и Ага. даем, чтобы она туда именно наша размера зашла. Вот. Мгм. Теперь ее А какие-то якутские, может быть, делаете тоже? обязательно. Да, Ага. время сеха, наверное, да? Вот заказывают, Мгм. наверное, во время сеха. Мгм. Вот смотрю, очень красивые бастыга, да? Могут Мгм. выйти. Мгм, да. Мгм. Раньше такие тоже делала. Ну, из той же проволоки. Еще можно, допустим, и не каждый там алюминиевую проволоку найдет. Можно Мгм. взять любую проволоку. Мгм. Как это для электричества, как называется-то? Мгм. Вот эти проволоки, они простые. Тоже подходят, да? Ага. А. Их можно потом, любую проволоку можно воспользоваться, потому что их можно потом перекрыть тесьмой, там, краской. А. Ага. Бастыга тоже делала, и мы их бисером оплетали полностью. Висюльки делали и их подкрашивали. А вот ваш кружок, да, вот Мгм. девочки делают такие. Потом они как это? Это оставляют тебе или это остается, ну, в кружке? Какие-то выставки, может, вы Да, участвуете, выставки, конкурсы, да, ага, делаете? выставки были. Ага. Ну, сейчас как только начала вот именно с более старшим возрастом работать, мы сейчас Мгм. как бы смотрим, пробуем и смотрим. Несколько вариантов версий было, Мгм. с чем можно было заняться. И, А как вы сами научились этому? ну, я с детства любила рисовать, не Мгм. только рисовать, создавать, лепить. Это, ну, А вот именно вот такие диадемы красивые, когда вот где-то увидели, или если это в учебном каком-то, вот, может, программе вот это. нет, это так.
ну, увлекаюсь, получается, всем. Люблю создавать именно образ. А образ, он и макияж, и грим, и украшения, и одежда. и Да? одежда. Ага. Ага. Ну, я еще модельер-конструктор, шью наряды. Ага. Раньше вот, сказали, да, создавай, заказы брать. Заказы я шила обычно костюмы, создавала. Ага. Потом это захотелось идти дальше и создать полностью образ. Ага. То есть это начиная с прически, грима и уже заканчивая вот такими аксессуарами. Да? Ага. Ну, помимо диадем, тогда, наверное, еще и браслеты, да, какие-то украшения, Да. колье, наверное, делаете. Да. Угу. Ой, чего только нету. Из специальных наконечник, кольцевик, висюльки, все, полностью все у нас есть. То есть вообще полная свобода воплощения. Ага. Тут я как сказать, вдохновилась больше как балетом, да, вот балерины, они вот, у них же ничего не, висюльки ничего нету, пучок в голову и красивые вот такие какие-то вот такие они носят, и вот поэтому захотелось именно вот попробовать такую, которая без висюлек. Ну и уже смотрим, да, полностью, когда вот симметрию. Проверяем, да? Проверяем симметрию и прикладываем к голове там, да, уже вот так. И дальше уже смотрим, что можно добавить. Можно добавлять мелкие бусины, вот те же висюльки, да, вот, например, кольцевик одели, и здесь дальше висюльки могут падать. А как закреплять, да, вот то, что она падает? Да, на голову, да? Да. Сзади уже берем веревку, любую, там, тесьма, кожа, и сюда завязываем. Но тут я не стала никакие заготовки делать, так как, ну, окрашивание волос, там у всех блондинка, брюнетка, под цвет уже берете и уже вот здесь закрепляете. Очень красиво. Ну вот то, что у нас, в принципе, основа получилась. Также дальше проверяем на симметрию и заполняем уже пустоты, да. Она, например, здесь вот, видите, тоже нуждается, надо ее. Ну, и немножко другое, да, как бы можно добавить. Да, и вот ранее показывала, да, вот такие лепесточек, да? Лепесточек можно здесь зафиксировать. И вот эти проволоки мы будем сейчас тоже прятать. Для этого я подобрала тоже такие стразы зеленые, так как у нас центр зеленый, да. Все тоже собираем на эту тонкую проволоку. А вот этот лепесточек уже сам, да, без фетра, без основы как бы? Да, можно уже потом. Да, он тонкий, сквозной, да, все видно будет. Поэтому да. Ну, прикладываем, смотрим, да, здесь уже можно закрепить только снизу. Ну, диадемы, да, корона, головные уборы, это полностью как какое искусство, да, мы просто создаем. Если даже собирались закрепить что-то другое, оно не получается, вы непосредственно там же сидя уже думаете, да, дальше как быть, что сделать, чтобы она фиксировала. И проволока хороша тем, что она, ну, возьмет любую форму. Крепкая, да? Да, крепкая, гнется хорошо и будет лежать так, как вы уже будете его направлять. Ну тут центр смотрим, где вот она вот. Так пока оставим. А теперь стразы, да? Ага, теперь вот вот интересно, да, как вот будем закреплять, где проволоки? Поверх них, да, получается? Берем достаточно большую, чтобы вот этой проволоки не видно было. И потом все эти проволоки, концовки, да, вот, чтобы не царапало, мы все под стразу спрячем. Тут уже более мелкая работа идет, ювелирная, можно сказать, да, надо вот это. Вот. Очень красивая. То же самое, наматываем ее. Ну, это получается как почти работа ювелира, да? Да, ювелирная работа. Спешить не надо. И все время смотрите,
каждый раз перекручиваете, с какой стороны, чтобы проволоки не было видно вот больше с лицевой стороны, да, вот, например. Да. Мгм. Поэтому не спеша, все это надо аккуратно наматывать. Так. Здесь обычно проволоку мы между собой перекручиваем, вот, Ага. делаем из двух одну, да, вот, Ага, и так фиксируете, да? да. Ага. И тогда вот она одна осталась, мы его уже туда внутрь А, закрепим. да. Ну, как бы так менее травматично, да, Мгм. и это не надо отрезать. Мгм. Ну, излишек можно заранее отрезать, чтобы Мгм, слишком не сильно много. делать. Ага. Мгм. Так, тут видим, что она бегает, да, вот здесь петелька была, а здесь уже ее нету. Мгм. И в конце мы будем опять ее хорошенько фиксировать все теми же круглогубцами. Плоскогубцы, круглогубцы. Ну, в основном я пользуюсь этим, то что она умеет хорошо перекручивать, делать Мгм. такие кружочки, завитки. Завитки я очень люблю, что в рисовании, что получается и с проволокой работать. Да, именно они и дают красоту, да, такую какую-то? Да. Более Ага. такое. И получается, сколько по времени вот на одну диадему уходит? Ну, тут смотря от сложности, от Ага. модели. Ага. Ну, если и работаю с детьми, Ага. получается, первый урок, первый этот занимает, ну, точно 2 часа, это точно. Мгм. Ну, даже можно несколько, на 3 занятия, на неделю, даже на месяц спустить. Мгм. Мгм. Сначала мы создаем в голове, ищем Образы, образ, да, для Ага. кого Что это, кто это, вдохновляет, да. А потом только уже начинаем рисовать эскизы. И, ну, больше с детьми я не люблю их сильно прям на эскизы садить, они устают. Мгм. Тоже рисование, они их очень много времени занимает. Некоторые дети не любят рисовать эскизы, они любят сразу что-то руками Ага. создавать. Ну, конечно, это интереснее. Да, это интереснее. И тут образ он сам создается, тем Да. более, если это проволока, да, Ага. погнула она какую-то, получила не то, что хотела, а получилось наоборот что-то интересное, да, Ага. тут же на месте она и решает это делать. Мгм. Ну да, такой увлекательный процесс получается. Мгм. Хотела создавать одно, получилось другое, нет, не отчаиваемся, дальше идем. Мгм. И наоборот получается. И эти короны диадемы, да, они Мгм. не повторяются, Мгм. потому что один раз, Единственный экземпляре. да, погнешь в другую сторону, получается совсем другая модель. Так, и осталась последняя. Ну, в создании таких корон это самое главное симметрия, да, вот Ага. отрезали, ты вначале показывала, вот. А потом дальше, куда пойдет проволока, также с эскизом, да, люблю рисовать. Мгм. Куда линия пошла, Мгм. за ней мы следуем и дальше создаем различные узоры, Мгм. также и с короной. Ой, красота. Мгм. И, конечно, здесь концевики всегда проверяем, Ага. чтобы проволока была изогнутая и с лицевой стороны находилась туда, чтобы здесь никого не поцарапать. Здесь вот осталось спрятать вот эту проволоку. Мгм. Тоже так же соединяю и вытащу спереди. Ой, прямо какая-то корона для феи получилась, да? Да, сейчас же везде вот этот аниме, Ага, косплей, да, вот косплей, это, кстати, ага, да. Всякие очень, фестивали, да? ага, Как раз вот увлекаюсь, люблю с дочкой создавать такие образы, они. где вот эти как раз феи, да, вот. Мгм. Все, вот у нас конец остался снаружи, и Мгм. его, в принципе, не видно. Да.
Ой, какая Ой, красота. тыр- Можно даже вот, да, почти в конечном итоге все равно двигать можно как-то, Да. То есть это не Ага. так, что вот грива пошла, и все Ага. осталось. Нет такого. Ну и тут уже опять-таки проверяем уже себе на Мгм. голову. Обязательно Мгм. перед зеркалом сидим, смотрим, чего не хватает. Ага. И будем дальше также, можно бесконечно ее дополнять. Да. Ага. Но в Очень целом красиво. уже такое нормальное, Ой, я думаю, да, получилось. красота. Мгм. В итоге вот у нас вышла вот такая красота. Ага, ее можно носить и вот так, можно вот так, то есть вариаций много, да. Можно ее зафиксировать не только, да, спереди, а можно еще и на макушке надеть. Можно сделать, зафиксировать пучок. То есть это универсальная вещь, можно ходить каждый день, не только один раз носить, да, как корону. Можно носить ее каждый день и быть красивой.